хотела отметить, что не только звонят по вопросам насилия. У нас вопросы бывают разные, поскольку этот центр не только занимается именно жертвами и вопросом домашнего насилия, но и гендерного равенства. В первую очередь, когда нам звонят, мы каждой женщине говорим, что все, что они нам говорят, это остается между нами, это конфиденциально до тех пор, пока они сами не решатся, чтобы мы поговорили о их проблеме, например, с их мужьями. Добрый день, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос». Меня зовут Зибу Таджибаева, здравствуйте. В Таджикистане работает горячая линия для женщин, подвергшихся насилию. Любая женщина и члены ее семьи могут позвонить на номер 1313, получить консультацию психолога либо юриста. Линия работает круглосуточно, и звонок с любого мобильного оператора бесплатный. Горячая линия Центра по вопросам насилия и гендерного равенства при Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан. И она как раз поддерживается Европейским Союзом в рамках глобальной инициативы «Луч света». У нас в гостях Джавохира Кабирова, представитель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Республики Таджикистан, и Дуньёбегим Абдулмаинова, психолог Центра по вопросам насилия и гендерного равенства. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о том, как вообще работает горячая линия, и по каким вопросам чаще всего звонят женщины. Оказывается, еще и мужчины звонить могут туда. Как работает горячая линия вообще? Добрый день. Зибо, данная инициатива, как вы отметили, финансируется за счет Европейского Союза и проводятся мероприятия в сотрудничестве с ООН «Женщиной». Данную инициативу подписал Республика Таджикистан еще в 2021 году, и наша горячая линия при Комитете по делам женщин и семьи также работает с марта месяца прошлого года в сотрудничестве с Европейским Союзом и ООН структур, особенности ЮНДП. Данный центр работает круглосуточно, как вы отметили. С 8 до 16 днем работают, психолог и юрист вместе, отдельный комитет, отдельный кабинет в комитете. Они принимают также звонки, и также любой гражданин, который хочет обращаться по вопросам насилия и гендерного равенства, может обращаться в кабинет 1313. То есть это индивидуальные встречи тоже? Личные, да? Это не только личные, по телефону? Да, конечно, но индивидуальные именно встречи состоятся только с 8 до 16 часов, а после 16 до 8 утра уже только по телефону. Угу. Дуньёбегим, кстати, сегодня вечером дежурит, да? Да, с 4 у меня 4. Да. До 12. Сколько человек работает вообще в центре, да? Колл-центр, если его можно, в принципе, так назвать? Да, в данном центре работают 6 психологов и 6 юристов. И, естественно, поочередное у них дежурство. У нас есть, как уже отметила, дневное дежурство по 2 человека, а по телефону уже с 16 до 24 часов и с 24 до 8 утра уже по одному сотруднику. Сколько в день вообще звонят люди? Сколько там, я не знаю? Ну, бывает по-разному, когда как. В основном, согласно мониторинга, бывает до 16 звонков и приемов. Успеваете всех принять, со всеми поговорить? Да, потому что мы же работаем там, но если утром, то да, 2 человека работают, юрист принимает своих, психолог отдает свои или по телефону. Бывает так, что у нас сидят там женщины, которые приходили к нам за помощью, а тут и телефон звонит. Поэтому вот психолог может ответить по телефону, а юрист может советоваться с женщинами. И для них юридическую помощь, свою юридическую помощь может отдавать им. Вот одновременно, да. Ночью, конечно, два уже не будет. Мы принимаем один звонок, потом вот дальше. Только одного мы можем принимать.
По каким вопросам чаще звонят? Бывает по-разному. Как бы темы у нас разные. Бывает, что просто психологическая консультация нужна. Бывает, только юридическая консультация нужна. Бывает, что у нас есть такие клиенты, уже в течение нескольких лет уже знают о данном центре, о данном номере, поскольку центр наш еще начал свою деятельность в 2018 году. И как бы мы уже их между собой называем наши ревизоры. Да, они звонят, работают, проверяют. Да, работают. Можно рекомендовать соседке или родственнице, чтобы они обращались к вам. Сколько по длительности вообще по регламенту должен быть звонок? Когда мы проходили тренинги, нам сказали, что до 3, максимум до 5 минут, потому что очень много звонят, поэтому максимум 5 минут. Но мы им скажем, что не то, что вот вы в 5 минут нам звонили, и все, нет, вы можете потом уже нам позвонить. Дайте вот, пожалуйста, мы поговорим с другим человеком, потому что очень много людей к нам обращаются. Поэтому вот максимум 5 минут, чтобы телефон не был занят. Да, занято поэтому. Ну не убегаем, смотрите. Да. И вот если, например, у вас какой-то экстренный случай, ну бывает такое, да, звонит, да. А женщина, и она там, не знаю, закрылась в ванной в этот момент и пытается отбиться там от агрессора, да, спрятаться, там, неважно, там, супруг или, может быть, просто партнер. Есть какой-то распорядок? Что вы должны делать в такой момент? Она позвонила и сказала, вот помогите мне. Все, я не знаю, что делать. Здесь я бы хотела отметить, что наши отделы управления сектора имеются в каждом районе и в городе нашей республики. При необходимости у каждого сотрудника данного центра имеется справочник. Там также есть сотрудники Министерства внутренних дел, это специальные инспектора, которые работают целенаправленно по домашнему насилию. Есть у нас более 22 кабинетов при больницах для жертв насилия. Есть, конечно, председатели махалли, которые тоже задействованы в этих ситуациях. В тех городах и районах, где нет специальных инспекторов по домашнему насилию, там задействованы также просто инспектора, которые работают в этой структуре. И наши сотрудники уже целенаправляют как бы наши отделы по делам женщин и семьи, а там уже работают с инспекторами, работают с отделами и кабинетами Министерства здравоохранения, и председатели махалли тоже задействованы, чтобы экстренно вмешивались в данную ситуацию и помогали жертве. То есть вы просто звоните инспектору участковому, да, и... Да, мы вот спрашиваем сначала жертву, согласна ли она, чтобы вот в этой экстренной ситуации, она, вы же говорите, что закрылась в ванной, но только согласие с ней, мы спрашиваем ее согласие, она согласна, чтобы мы звонили участковому, чтобы он приходил к ним домой и помочь. Если она скажет «да», мы спрашиваем у нее адрес, и потом мы сами со своими номера позвоним участковому, и тогда вот участковый пойдет к ним домой. Но если она не согласна, не хочет, то здесь мы уже ничего не сможем делать. Угу. Например, вот бывает же, что женщина нам позвонила, но она не хочет, чтобы ситуация вышла из дома. Да, из дома. Женщины нам звонят чаще всего для консультации, нежели чем в экстренных случаях, да. Очень сложно, да, наверное, в экстренном случае вспомнить все номера телефонов, чтобы позвонить куда-то за помощью. Как-то вы регистрируете звонки? Обязательно. У нас есть специальные книги для регистрации, но бывают моменты, когда жертва, допустим, или тот человек, даже не жертва, просто хочет проконсультироваться, но анонимно. Конечно, в этих ситуациях регистрируют только для себя, чтобы в дальнейшем с ним или с ней в дальнейшем работать. И знает, у нас даже есть такие
клиентки, которые выбирают себе только того психолога и юриста, с кем уже поговорили и ждут именно дежурства того сотрудника. Случаи были, когда вот прям помогли, и чтобы вот вам самим так запомнилось? Таких случаев, я думаю, довольно достаточно. Я могу привести пример. Есть у нас жертвы, которые уже несколько лет обращаются. Есть жертвы, которые вот пришли уже в течение нескольких месяцев и запомнились надолго. Но наше достижение в том, что благодаря поддержке правительства, а именно нашего президента, уважаемого Эмомали Рахмона, в Республике Таджикистан реализуются президентские гранты, начиная с 2006 года. В нашем личном примере есть жертвы, которые получили гранты, и в данный момент они являются предпринимателями и достигли уже хороших успехов. Также они целенаправленно работают и помогают тоже тем жертвам, которые не имеют навыки, не имеют работу. И они перед собой даже ставили цель, что они будут искать жертв и помогать им. То есть позвонила к вам женщина, да, за помощью, а в конечном итоге все это привело к тому, что оказалось, что она безработная, оказалось, что финансово неустойчивая, но имеет какие-то навыки, но, допустим, эти навыки, к большому сожалению, из-за финансовой зависимости не реализованы. Такие находки у нас есть, которые уже участвуют во многих мероприятиях, продают свои товары, знакомятся с другими предпринимателями, участвуют в международных мероприятиях. Даже одна из них, с радостью могу сказать, что была за пределами республики, довольно счастлива, и она поставила цель, что она будет помогать другим женщинам, чтобы они тоже повидали мир, чтобы они тоже приобрели финансовую независимость, чтобы их дети были тоже реализованы. Вы сказали, что есть люди, которые звонят по несколько лет. Да. Такое тоже есть. Конечно. И разорвать вот этот порочный круг, да, насилия в семье не получается. Ну, я бы хотела отметить, что не только звонят по вопросам насилия. У нас вопросы бывают разные, поскольку этот центр не только занимается именно жертвами и вопросом домашнего насилия, но и гендерного равенства. Допустим, есть уже женщина, которая несколько лет тому назад уже в разводе, но не получает алименты. Есть женщина, которая имеет детей, но фамилия отца как бы не оформлен. Это значит, формально не оформлен документ на ребенка. В этих случаях тоже наш центр целенаправляет, помогает. Или есть женщина, которая имеет ребенка-инвалида. Также мы сотрудничаем с Министерством здравоохранения, получает свою социальную помощь, социальный пакет, который со стороны правительства на данный момент получает, и очень довольны наши клиенты, женщины, которые раньше об этом не знали, конечно. Откуда чаще звонят больше люди? С каких регионов? Согласно нашему мониторингу, у нас чаще звонков на первом месте Хатлонская область, потом Сагдийская область, уже на последнем Горно-Бадахшанская область. А получается ли решать проблему одним звонком? Ну вот как показывает практика. Нет. Нет. Одним звонком, нет, конечно же, нет. Мы проводим 7 сеансов, должны провести, 7 звонков, 7 раз, чтобы человек нам звонил. Бывало вот такое, что с одной семьей мы проработали 8 месяцев. Например, звонок от женщины. Женщина, мать семьи нам позвонила. Мы сначала стали работать с ней, потом с отцом, потом с сыном, с невестой. Мы с семьей даже работаем, чтобы у них там не было
никаких дальнейших конфликтов. Бывало, что вот 8 месяцев мы работали с одной семьей. Теперь они все звонят нам, благодарят нас. Но я могу смело говорить, что за один сеанс, вот чтобы звонили, и вот мы решили проблемы или нет, это нет, конечно, нет. Значит, на 7 сеансов, да? То есть не на 7, даже вот на 8 месяцев, через 8 месяцев. Бывает месяц, бывает 2 месяца. Вот сейчас нам звонит одна девушка, но это у нас все конфиденциально, поэтому мы имя не говорим, из какого района мы не говорим. Она нам звонит, потому что ее вот дома, ее никто не слушает. Она себя считает ненужной. Мы вот в каждом сеансе мы ей даем надежду, что она не одна. Мы ищем ее лучшие стороны, но что она умеет делать, как она себя ведет с мужем. Поэтому мне кажется, вот спустя через месяц звонки уже от нее стали меньше. А раньше она могла вот нам, например, вот я дежурствую с 16 до 12 часов ночи, она мне до 12 часов ночи вот так звонит. А сейчас уже нет, она успокоилась, то есть мы смогли. Здесь очень хорошо, вот я хочу сказать огромное спасибо и благодарность Апай Джавохиру и Малима Мархабо Олими, что вот прямо вот их большая и огромная практика и профессионализм, они смогли создавать команду. То есть мы не работаем в одиночку, понимаете? Вот здесь работает команда. Мы помогаем людям с всей командой. Мы одна команда. И это все благодаря вот этим 2 восхитительным женщинам. Выгораете сами на работе? Потому что это же большая нагрузка, постоянно выслушивать разные истории. Да. Истории бывают и тяжелые. Как себя восстанавливать? Синдром выгорания, конечно, бывает у каждого, кто работает, но у психолога вообще это вот, да, мы сами психологи, но по субботам, вот 2 раза в месяц по субботам у нас при комитете вот по делам женщин есть наш психолог Устод Махмадулло Давлатов, и мы вот с ним работаем, чтобы все у нас это немножко уменьшилось, да, мы можем отходить от всего этого. Ну, я бы тоже хотела отметить, что это большое достижение благодаря Европейскому Союзу и ООН структур, что сейчас при комитете работает данный центр «Горячая линия 1313». Да. А раньше вот эту всю деятельность как бы брал на себя сотрудники комитета по делам женщин и семьи. И вы представьте, независимо от работы, еще прием посетителей, да. И вот такое выгорание. Поэтому необходимо вот здесь сотрудничество, необходима донорская помощь на сегодняшний день комитету для создания вот таких центров. Были истории, от которых прям вот, которые запомнились? Я, конечно, написала вопрос, встали волосы дыбом, потому что, бывают истории разные. Есть, которые запомнились, потому что они были связаны потом с женщинами, которые получили президентский грант. Но есть истории, это вторая сторона, да, когда это закончилось или не закончилось, едва не закончилось трагедией. Такие истории были? Да, конечно. Вот в моем дежурстве в 9:30 мне звонила одна пожилая женщина, которая инвалид 1 степени, не может вот прямо ходить. И она мне звонит в 9:30 и говорит, что у нее вот ребенок, она живет одна со своей внучкой, 15 лет, она ушла из дома со своей соседкой в 10 часов рано утром, и до сих пор их еще нету дома. Она плачет, она рыдает, у нее истерика, у пожилой женщины истерика. Вот что я делаю в этот момент? Я должна сначала ее успокаивать, и я звоню участковому, участковый пошел к ним домой, и сама я позвонила в Министерство внутренних дел, чтобы они нам помогли. Вы не поверьте, но через 10 секунд девчонок нашли, они сидели в кафе. Классно, да, и бабушка успокоилась. Да, и бабушка успокоилась, и вот столько слов благодарности мы слышим, когда помогаем кому-то. Это очень и лично меня это очень вдохновляет. Да.
И бывают очень интересные истории, да. Ну да, действительно, есть истории, которые надолго запоминаются. Была также одна женщина, бывшая заключенная, также без жилья, родственники чуть ли не отказались от нее, и действительно не знает, куда идти, куда обращаться и что в дальнейшем делать. Ну, факт то, что мы хорошо поддержали ее, помогали. Тоже хочу сказать, что получила она президентские гранты, и в данный момент у нее свой бизнес, и также она поддерживает таких же женщин, как и она сама. Я знаю, наверное, эту женщину, потому что мы снимали таких не одна. Да, серьезно? Я хочу сказать, что таких не одна, и у нас несколько таких женщин. Мы стараемся, поскольку это конфиденциально, не о всех говорить, что кто, как и чем занимается, но есть такие женщины, которые были как бы поддержаны со стороны Комитета по делам женщин, и они просто приходят, чтобы говорить спасибо, что они себя нашли в этой жизни, что у них уже есть деятельность, у них уже есть работа, у них уже есть подруги. Теперь и появились родственники в конце-то концов, поскольку они стали независимыми. Нет, просто мы снимали историю про одну женщину, которая тоже вышла из мест лишения свободы. И она тоже потом получила президентский грант и смогла открыть цех по пошиву матрасов. Это в Худжанде. Это в Худжанде, да, постельного белья и так далее. Это было еще в 2015 году. Это было раньше. Да. Это еще недавнее. Вот супер, значит, таких историй много. 1,5 года тому назад. Да, таких историй достаточно. Что бы вы могли сейчас сказать женщинам, которые нас слушают, которым нужна помощь юридическая или психологическая, но они пока еще не решились к вам позвонить? Ну, это зависит от каждого человека, независимо от того, что женщина или мужчина. Каждый человек бывает в стрессовом состоянии. Должны в первую очередь подумать о том, что они не одни, что есть правительство, что государство поддерживает, что имеются такие горячие линии, как 1313, 3040, 21, 21, 21 при МВД. И все сотрудничают вместе и, конечно, помогут и поддержат. А вы что бы сказали? Я вот не решаюсь просто, вот, например, мне сейчас нужна психологическая помощь, но я вот пока вот колеблюсь, да, там, а вдруг мне там не так скажут, а вдруг меня там не поймут, а вдруг меня не услышат. Поэтому в первую очередь, когда нам звонят, мы каждой женщине говорим, что все, что они нам говорят, это остается между нами, это конфиденциально до тех пор, пока они сами не решатся, чтобы мы поговорили о их проблеме, например, с их мужьями. Хочу сказать не то, чтобы сказать, это моя огромная просьба ко всем женщинам нашей любимой стране, чтобы они не боялись обращаться к нам за помощью, но не только к нам, ко всем государственным органам. Государство действительно помогает женщинам освободиться от насилия. Да. Я очень хочу, чтобы женщины не боялись нам позвонить. Да, на самом деле просто бывает, что а вдруг я позвоню, а станет хуже. Да. Вдруг об этом узнает родственник или супруг узнает. Хуже, конечно, не станет, потому что сначала будут психологи с ними работать, потом, если это юридическая помощь, будет им отдана юридическая помощь. Поэтому не надо бояться, пожалуйста, дорогие наши любимые женщины. Так, я хотела бы напомнить, что в Таджикистане работает горячая линия 1313, куда может позвонить любой гражданин Таджикистана, в том числе мужчина, женщина, и даже подростки могут позвонить за помощью. Звонок совершенно бесплатный с любых мобильных операторов. Там вам окажет помощь и юрист, либо психолог, в зависимости от того, по какому вопросу вы позвонили. Данный подкаст записан при финансовой поддержке Европейского Союза, и содержание подкаста не отображает точку зрения Евросоюза. Спасибо большое, удачи вам в вашей работе.